Здравствуйте! В эфире новости на телеканале АТВ. Главные новости дня. В учебных заведениях практикуется сбор денег. Радостная весть для православных из села Мындык. Восстановление дорог в разгаре. Не один год прошел, как появилась традиция в школах организовывать денежные сборы, которые идут на финансирование различных нужд, необходимых для учебных заведений. Родители не скупятся и активно помогают в финансовом вопросе. Теперь в каждой школе формируется родительский комитет, который занимается этими вопросами. О том, как менялась форма сборов на протяжении последних лет и какие были достигнуты результаты, смотрите наш сюжет. Не секрет, что в недалеком прошлом в учебных заведениях практиковался сбор ученических денег на те или иные нужды школы. На общих родительских собраниях стыдно было родителям говорить, что денег нет. И поэтому, чтобы помочь школе, где их чадо учится, родители не скупились. Сбор денег в учебных заведениях. Коррупция или помощь родителей. Наша съемочная группа попыталась разобраться в этом вопросе, побывав в 2 лицеях города Камрад, дабы узнать, продолжается ли сбор денег и сегодня в городских учебных заведениях. Давным-давно, может быть, этот вопрос был более выражен о том, чтобы собирали деньги на какие-то ремонты, на какие-то, может быть, подарки, может быть, цветы даже учителям. А на сегодняшний день это мы давно отошли от этого. У нас в школе этот вопрос не на втором плане. Даже можно сказать, что не существует, да, но в лицее работает родительская ассоциация, где дети сдают какие-то взносы, не дети, а родители, но этими деньгами владеет только и распоряжается только родительский комитет, но, конечно, совместно с администрацией решаются проблемы лицея. Ученический сбор денег в учебных заведениях все-таки продолжается, только более цивилизованно, чем в 2000-е годы. Сегодня созданы объединения, так называемые родительские ассоциации, и сбор денег производится только через банк на специальный счет. И распоряжаться ими может только родительский комитет, созданный при школах специально для этого. Конечно же, при участии администрации школ. Собрав общее собрание родителей, было предложено, чтобы в нашем лицее создалось общественное объединение родителей, которое будет заинтересовано в улучшении материально-технической базы, а также учебно-воспитательного процесса. В 2009 году официально было зарегистрировано наше объединение, зарегистрировано новое управление юстиции, подтверждено в Министерстве юстиции, и с 2009 года все родители либо их опекуны являются представителями нашего объединения. В объединении есть председатель, есть бухгалтеры, есть ревизионная комиссия, которая прослеживает средства, которые поступают на счет объединения. Учителя к этому не имеют никакого отношения. В мае месяце мы собираем общее собрание и выходим с предложением к родителям, чтобы они нам помогли в осуществлении некоторых мероприятий, которые мы считаем более важные и насущные на сегодняшний день. Они либо дают добро, либо не дают добро. Вся бухгалтерия объединения проходит через банки. Наличных денег у нас нету. И в октябре месяце мы отчитываемся перед родителями, готовим презентацию и показываем, куда эти деньги пошли, чтобы каждый родитель знал, куда, сколько уходит. Родительские объединения, созданные при учебных заведениях, работают вполне законно, так как они зарегистрированы в Министерстве юстиции, отмечает заместитель директора по воспитательной части. И эти деньги идут только на благо проведения классных мероприятий. Но иногда их можно использовать, например, для решения проблем учебных заведений. Необходимость в том, что все-таки на сегодняшний день проблем очень много, и нам не хватает денег только бюджетных денег. И родители сами вышли с таким предложением, чтобы для детей создать более приятные, хорошие условия. Да, и поэтому вот возникла такая
необходимость создать эту родительскую ассоциацию и чтобы мы, администрация и классные руководители, работали вместе с родительской ассоциацией. На сегодняшний день из родительской ассоциации родители нам помогли оборудовать хорошо, создать условия в столовой для детей, насчет питания, потому что у нас пищевой блок не был на уровне, и очень большая радость для детей, для родителей, для учителей, мы открыли внутренний туалет. У нашей организации есть устав ассоциации родителей, где четко прописаны цели, задачи и все уставные цели. И точно так же там расписано членство и взносы. За первого ребенка взносы 200 лей, за второго ребенка 150 лей в год. И за третий ребенок бесплатно. Эти деньги не идут ни в коем случае за оплату педагогам, заработной платы, кто бы ни занимался бухгалтериями, председатель. Все идет непосредственно на укрепление материально-технической базы. С 2013 года все учебные заведения Молдовы перешли на новую форму финансирования, согласно которому бюджет образовательного учреждения формирует из количественного состава учащихся. Трехгодичная практика применения новой формы финансирования показывает, что данная схема позволяет покрывать текущие расходы на функционирование учебного заведения и на развитие его учебно-материальной базы. Поэтому многие учебные заведения Молдовы от ученических сборов денег отказываются. В Гагаузии эта практика пока еще существует. Капитальный ремонт был проведен в церкви села Мындык района Дрокия. Помимо ремонта в здании были подключены водоснабжение и природный газ. Жители села рады таким переменам. В организации ремонта помогали многие односельчане. Подробнее о данной теме наш следующий сюжет. В церкви села Мындык района Дрокия был проведен капитальный ремонт. Одновременно здание подключили к водоснабжению и природному газу. Жители села утверждают, что чистая вода и источник тепла – это две важные для них проблемы. Мы очень рады тому, что у нас появилась вода, причем не только здесь, все село радуется. Во время крестин люди приносят из дому, что могут, и мы разжигаем костер, чтобы было тепло. Рубим на кладбище засохшие деревья на дрова. Раньше приносили воду из колодцев и поливали цветы, а теперь протянули шланг для полива. Настоятель церкви также говорит, что это истинный Божий дар. Конечно, мы нуждаемся в воде, как и все, потому что без воды нет жизни. То же самое могу сказать и о природном газе. Мы используем его в приготовлении пищи и для обогрева храма. В ремонте и подключении сетей приняли участие многие верующие из села. Каждый человек внес свой вклад и помог церкви. Совершили большое дело, укрепили стены храма. Помогли, чем смогли, вместе со всеми людьми доброй воли, среди которых были и некоторые экономические агенты. Для подключения церкви села Мындык к водоснабжению и природному газу было потрачено порядка 50 тысяч лей. Проект «Поддержка развития сельского хозяйства и сельской местности посредством мер укрепления доверия» будет запущен в Камрате в пятницу 13 мая. Проект, финансируемый Европейским Союзом и реализуемый ПРООН, направлен на развитие сельской местности, малого и среднего бизнеса на территории Гагаузии и Тараклийского района. Бюджет программы составляет 6,5 миллионов евро. Еще 3 предприятия, функционирующие на территории Гагаузии, получили право на использование товарного знака «Гагаuz-Маллар». Соответствующее решение приняла межведомственная комиссия по использованию товарного знака во главе с первым заместителем председателя исполкома Вадимом Чебан. На сегодняшний день товарный знак «Гагаuz-Маллар» используют 8 предприятий из Гагаузской автономии.
Информационная кампания «Безопасные каникулы» стартовала на территории Гагаузской автономии и продлится с 10 мая по 2 июня. Сотрудниками полиции будут проводиться лекции с учащимися с 1 по 8 классы во всех школьных учреждениях автономии. Детям расскажут о личной безопасности, правилах дорожной безопасности, о проблемах насилия среди сверстников и последствиях агрессивного поведения, и даже об опасностях чрезмерного времяпровождения в сети интернет. С 17 мая и на протяжении 3-4 дней тысячи жителей гагаузской столицы останутся не только без газа, но и без воды. Отключение услуг в целях профилактики сетей одновременно решили осуществить администрация Камрадгаз и поставщика воды Суканал. Правительство Республики Молдова намерено выплатить молдавским спортсменам, которые могут достичь высот на Олимпийских играх Бразилии, крупные денежные премии. Суммы варьируют от 200 тысяч леев до 3 миллионов. Аналогичные премии получат и тренеры спортсменов. Тренер, воспитавший несколько призеров, получит 100% от максимальной премии, полученной его воспитанниками, и 75% от суммы, полученной призерами. Боксер из Камрата Лилиан Бусуёк занял 3-е место на внутриреспубликанском чемпионате, который прошел в Аргееве. Спортсмен выступил в весовой категории до 48 кг. Чемпионат по боксу проходил с 3 по 7 мая, и в нем приняли участие более 120 спортсменов из 18 населенных пунктов республики. Спортивный праздник День спортсмена и олимпийского движения состоится в субботу, 14 мая, на городском стадионе Камрата. Торжественное открытие праздника запланировано на 10:00. На стадионе пройдут различные спортивные мероприятия, среди которых бег на различные дистанции, турниры по шашкам и шахматам, волейболу, баскетболу, теннису, вольной борьбе и женскому футболу. А в 17:00 на стадионе состоится футбольный матч между Камратской Гагаузией «Огуспорт» и Рыбницкой «Искре» в рамках дивизии А по футболу. Большинство дорог города Гладень нуждаются в ремонте. Последние 2 дня сотрудники дорожной службы проводят работы на улице Михая Минеску. Люди в отношении такой новости высказались неоднозначно. Одни радуются переменам и надеются на продолжение, а другие считают, что работы продлятся недолго. Подробности данной темы далее. Последние 2 дня сотрудники дорожной службы с самого утра трудятся на улице Михая Минеску. По их словам, эта работа не из легких. Сегодня 2-й день, нас примерно 10 человек. Думаю, что будет качественно, хотя многое зависит и от погодных условий, от снега и дождей. Надеюсь, продержится лет 5. Люди радуются началу восстановительных работ. Они надеются, что в городе будут обновлены все дороги. Другие же утверждают, что работы продлятся недолго. Я не знаю, может быть, это чье-то счастье, но много мы писали. Мы в прошлом году платили одни тарифы на автомобили, значит, транспортные, там, техосмотры, налоги, страховки. Сегодня мы платим побольше. Я не знаю, кто это такую роль сыграл, но я считаю, молодец тот человек, кто взялся за эту работу. И нормально. Неплохо делают, даст Бог, и будет все качественно. Их уже столько раз обновляли, мне кажется, дороги нужно строить заново. Большинство дорог города Гладень нуждаются в ремонте. Представители местных органов власти говорят, что им бы тоже хотелось обновить как можно больше дорожного полотна. Однако финансовые средства не позволяют этого сделать. Тем не менее, в текущем году запланировано обновление тротуаров. Мы не начали работы раньше, потому что не хватало одного компонента из химического состава асфальта. Сейчас был заключен договор с акционерным обществом «Друмур». Стоимость работ достигнет 100 тысяч леев. Могу сказать, что транспорт, который привозит 15 тонн асфальта, обходится нам примерно в 21 тысячу леев. Одна машина стоит 2100, если говорить о перевозке, а вот тонна асфальта стоит 1200 лей. В прошлом году было дороже – 1600. Отметим, что на восстановление 1 километра дороги выделено более 100 тысяч леев. Это
все новости на сегодня. В студии работала Елена Челак. Больше наших новостей вы можете посмотреть на нашем новостном сайте atv.md. До встречи в эфире.